отсчету какого неведомо века, но столь же безумного, слаб человечности глаз. Так хочется в каждом из гениев знать человека и гения видеть хоть чуточку в каждом из нас. Андрей Расторгуев. Здравствуйте! Сегодня программа «Отрицание-отрицание» представляет рубрику «Вариации на тему». Мы познакомим вас с композитором и исполнителем песен сыктывкарцем Александром Поповым. В его музыкальном багаже около 70 песен. 2 из них мы включили в нашу программу. Думаю, что будет интересно послушать и беседу Михаила Герцмана, маститого композитора, и Александра Попова, не столь пока известного широкой публике, но без сомнения талантливого сочинителя музыки. Итак, слово автору рубрики «Вариации на темы» Михаилу Герцману. Когда-то лет 30 назад, когда я только приехал преподавать в музыкальном училище, в моей группе по теории музыки был такой вот с виду неказистый мальчик, которого звали Саша Попов. Тогда же у нас был кружок композиторский, где я встречался с теми, кто хочет сочинять музыку. И вот люди писали пьесы, сонаты, кантаты, а он был единственным человеком, который писал песни. И вот по прошествии времени вдруг оказалось, что этот человек не изменил вот этому своему желанию писать песни. Любопытно, что он не заканчивал училище, он в конце концов ушел, по-моему, курса 1,5 проучившись. Ушел, но долгое время я его не видел, не встречал. Потом я стал слышать его песни, иногда по радио, иногда по телевидению. И вот что интересно, у нас в республике очень популярны песни именно народного плана. Я, как постоянный председатель жюри на конкурсе «Василей», очень часто слышу вот именно такие песни, и мало того, образовалась целая когорта композиторов, которые пишут только такие песни. А вот Попов оказался другим человеком. У него такого рода песен тоже много в народном плане, но он один из тех, кто идет как бы поперек течения. Ему не важно, модно это или не модно. Ему не важно, получит он какие-то, так сказать, политические там дивиденды с этого, что это вот охотнее, я не знаю, возьмут на радио, на телевидении, там исполнят. Для него важнее другое. Сочинять музыку. Это человек в своем роде неистовый, человек нетерпеливый, человек, который не жалеет себя и постоянно думает об этом. Это еще своего рода и философ. И именно поэтому мне захотелось, чтобы с этим человеком познакомились и зрители. Вечер над деревней, звезды зажигают, в кисее туманной ручка засыпает. Где-то за окошком девичьи страдания, гармонист Алешка ждет со мной свидания. Где-то за окошком девичьи страдания, гармонист Алешка ждет со мной свидания. Всем хорош Алешка и в работе хватки со своей гармошкой и старой двухрядкой. За улицу запоет частушки, долго Богу молятся местные старушки, долго Богу молятся местные
гармошкой, старой двухрядкой, выйдет за околицу, запоет частушки, долго Богу молятся местные старушки, долго Богу молятся местные старушки. Возле дома милого пробегла дорожка, но не скажет, видимо, о любви Алешка. Подожду до вечера, если не признается, то тоже делать нечего, будем вместе маяться. Подожду до вечера, если не признается, то тоже делать нечего, будем вместе маяться. Всем хорош Алешка, и в работе хватки со своей гармошкой, старою двухрядкой, выйдет за околицу, запоет частушки, долго Богу молятся местные старушки, долго Богу молятся местные старушки. Саша, у меня сейчас есть счастливая возможность прикинуться придурком, чтобы задать вот какой вопрос. Вот ты написал огромное количество песен. Мне интересно, вот как ты пишешь эти песни? Что является толчком? Текст или наоборот мелодия? Вообще, как это происходит? Я примерно представляю, я 100 раз задавал 100 композиторам такой вопрос. Вот мне интересна твоя версия. Как сочиняется песня? Я раньше тоже над этим думал, теперь ты понял простую истину. Не надо, во всяком случае, не для всех, но для меня. Как приходит, ложится на душу, так и получается произведение. Не ответ. Вот что, стихи вначале. Вот ты прочел стихи. Или как? Или ты пришел к поэту и сказал, напиши мне про звезды. Или напиши мне про пальмы. Я пытался писать на стихи, готовый уже. Но у меня есть только два случая на стихи Николая Березо. Перерыв массу литературы, в том числе его пятитомник, я нашел два маленьких стихотворения, которые легли сразу, автоматически на музыку. А в основном я пишу уже слова на готовую музыку. Не понял, не понял. Что значит пишу слова на готовую музыку? Да, на готовую мелодию. То есть вначале создается мелодия. Да. Потом ты определяешь, про что эта мелодия. Да. По настроению, по характеру. То есть написал мелодию, потом проанализировал, что здесь больше, снежинки, нет, любовь, нет, ревность, нет, про корабли. Да, вот так вот. А потом, Ну, если хотите, так. ага, ну это любопытно. То есть толчком для песни самое главное – это мелодия. Принцип творчества понятен. Теперь вот мне интересно вот что. А что ты ненавидишь, или что тебя раздражает вообще в этой жизни, или что пугает? Ну, давай начнем с того, что не нравится. Что не нравится? В музыке или вообще? Вообще в жизни, что тебе, что тебе тревожит, что тебя беспокоит? Совсем недавно меня очень много раздражало. Но, видимо, с годами я понял простую истину. Все есть на свете. И хорошее, и плохое, и белое, и черное, и синее, и красное. Это что такое философское отношение? Да, спокойно. Стал успокаиваться. Стал успокаиваться. Но Ну. ведь все равно нам этого не изменить. Ну как, мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Это общие слова, это опять призывы, это мечты, а мечты не всегда превращаются в реальность. Надо просто исходить из той точки зрения, что у тебя получается, вот это есть работа и дело. Прав тот, кто работает. Ну хорошо, тогда вот попробуем иначе спросить. Это будет такой, может быть, даже болезненный вопрос. А зачем ты пишешь песни? Вообще
зачем это происходит? Почему это? Кто-то заказывает, кто-то хочет петь, или какая-то потребность, я понимаю, потребность души. Вот, скорее всего, сейчас я жду ответа, это потребность моей души. Если будет такой ответ, я даже немного расстроюсь. Так все говорят. Нет, абсолютно не потребность. Ну-ка. Было время, я после школы начал писать песни, еще в школе мы создали ансамбль свой. Я сразу поставил вопрос ребром. Никаких посторонних авторов, только свои произведения. То есть твои личные или все Общие, у кого что получается. Ну как, да, коллективное творчество. Ну, коллектив просуществовал недолго, но основной принцип я оставил для себя. Вообще в жизни, вот в музыке. Я пою свои песни. Только свои. И в том числе, вот как придет что-то сверху на ум, на душу ляжет и все. А чтобы сидеть, мучить, не спать ночами, Не бывает. не бывает То есть никогда. не вскакивал ночью. Никогда. Какая песня! И срочно записывать. Был один случай, когда я уже засыпал, и родилась мелодия. Называется «Орхидея». Это, пожалуй, одна из самых лучших моих песен. Да, я пересилил себя, встал ночью и записал ноты. Иначе бы, как часто мне бывало, утром просыпаешься, думаешь, ну сейчас запишу. А мозг это как чистый лист бумаги. Кстати, хорошая привычка. Ложить перед собой нотную бумагу и карандаш. Потому что иногда во сне бывает, приходит какая-то музыкальная фраза. Честное слово, я понимаю, что я сплю. Я начинаю по сольфеджио гонять эту мелодию, раскладывать ее по полочкам. То есть создавать порядок определенный. Все, запомнил. Утром просыпаюсь. Да, понятно. Абсолютно. Я так понял, что это не потребность души, это как вид работы. Так получилось? Ну, хотите так, да? Да, я вот так вот работаю, значит, я должен писать песни. То есть сам для себя решил, что мне это необходимо. Ну, мне это нравится, и все. Ну, понятно. Теперь так, значит, песенников у нас вот тоже просто по жанрам абсолютно огромное количество. Есть люди, которые поклоняются Акуджаве, Высоцкому. Есть люди, которые пишут исключительно в народном стиле. Есть такие композиторы, как Дунаевский. То есть вот просто красивая мелодия, там, может быть, она даже не связана особенно с какими-то национальными вот русскими корнями. А, скажем, Соловьев Седой, это вот песня эстрадная, но там совершенно явно чувствуется вот этот русский язык, так если можно сказать. А вот что ты за вот как ты сам себя как песенника оцениваешь? Что, вот кто ты такой здесь? К кому ты тяготеешь? Бард? Нет. Так, значит, народные песни, близкие к народному звучанию. Есть такое, да. То есть есть такое, но это не общая такая, не Нет, магистральный путь ни в коем развития. случае. Значит, вот сейчас страшное слово, почти матерное скажу. Попса? Попса, интересное слово. Да. Но что такое попса? Это понятие популярное. Популярное. Неважно что, любую вещь, ну, я имею в виду музыкальное произведение, если крутить каждый день, это есть попса. Вот и все. Хорошо, а хабанера из оперы «Кармен» может считаться Абсолютная попса, попсой? абсолютно. То есть, если это постоянно... Ага, значит... То есть, вот «Коробейники», например, попса, Обязательно попса. а «Хотят ли русской войны» не попса, потому что, ну, редко эта песня звучит. Это, видимо, относится к категории таких произведений, как назвать, ну, к случаю, что ли. Как свадьба, похороны, рождение ребенка. Значит, колыбельная может быть попсой, а может быть не попсой. То есть, если она часто звучит, вот спят усталые Конечно, игрушки, попса. это попса. Обязательно. А спи, Ведь моя попса, радость. Михаил Львович, не обязательно, когда артист до седьмого пота скачет на сцене. Еще не спев ничего, но требуя от публики, чтобы там хлопали. Ну, это вообще, по-моему, похабство. Вот так вот говорит. Вот. Хлопайте, я хороший, я красивый. Это... Почему мы считаем, что только это попса? То есть у вас такого не бывает? Вы не просите, чтобы вам хлопали? Да что вы. А вообще хлопают во время песни? У физиков есть такая поговорка. Результат виден при колке дров. Это у физиков? Да. Это может слово физическая работа? Нет, или это именно- в какой-то передаче они смеялись, шутили, Ну. физики, они сказали. Вы знаете, все время нас ругают, что вы там не можете расщепить этот атом, что вы там делаете? Вообще, куда деньги тратите народные, государственные? Ага. И один очень умный, известный физик сказал, понимаете, результат видит только при колке дров. Ага, то есть есть работа, когда результат не виден, но на самом деле существует. Ну, у них, да, у них такая работа.
А у композиторов не такая работа? У нас сразу видно. Если песня, через 3 минуты понятно. Если концерт, если симфония, Через 3 года. Редко после да, первого вы второго. знаете, Николай Иванович. Это редко, да. Это редко. Но теперь скажите, вот самая крайняя, самая последняя точка вашего, вот твоего как композитора развития, вот все равно вот самое вот предельное. Вот я, например, мечтаю, чтобы, допустим, мою музыку играли, ну, я не знаю, во всем мире. Вот предельная неисполнимая мечта. У тебя есть какого-то такого плана мечта? Вот к чему мы пишем-то, к чему мы идем? Вообще мы, или же я в частности? Нет, лично ты вот к чему? Вот последнее, это вот в идеале, вот сумасшедший там. Твои песни поет Алла Пугачева. Предположим, это, кстати, очень даже немало. Но было бы не против, и я не против этого. Это А, очень нет. хорошо. А если Если не... есть уровень, это значит есть потребность. Тем более мы почему-то привыкли, вот до сих пор у нас шлейфом идет понятие, что если ты занимаешься искусством, должен быть бедным, нищим, страдающим. Это не мы так думаем, это наше начальство так думает. Да, правильно. Но мы тоже себя принижаем. Уж ладно уж как-нибудь, да ладно уж. Да лишь бы разрешили Да. выступить, да. Любой человек обязан быть богатым. К этому стремится вся цивилизация. Ну, И неплохо было бы, если Валерий Леонтьев споет мои песни. Я с удовольствием предложу ему свои произведения. есть много очень хороших песен. Вот под какой песней ты бы сам подписался? Я, например, был бы не против быть автором, ну, не знаю, айсберга хотя бы. Это не дурная песня. А вот ты под какой бы подписался? Вот в этом смысле. Вот эта песня в моем, так сказать, стиле я бы хотел. Для меня, конечно, все-таки как бы пример это, например, песня «Уральская рябинушка». Вот кто-то с горочи спустился. Как бы ни называли, что это застольные, вот именно как раз это признак популярности. Вот вернулись к слову попса, кстати. Ну, ведь ты же знаешь, что песня, в принципе, Потому что популярная. айсберг потихонечку забудут, и Забудут, вот. безусловно, забудут. А рябинушка Песня живет сколько год. поем? Да, можно даже посчитать, около 40 лет. О, Около 40 лет. приятно. Конечно. Композитору. Да, Евгений Рапыгин. Ну, то есть вот ты хотел бы, чтобы создать такую песню, иногда ведь одной песни достаточно. Да. В принципе, даже у Дунаевского он написал более 500, порядка 11, что-то 12 вот крутится. Вот сейчас, которые вот нам необходимы, там тоже были к случаю песни. Значит, следовательно, одной песни было бы достаточно, и она должна быть уровня рябинушки. Так я ведь не знаю, у каждого по-своему. Один сочинит одну мелодию, все. Нет, это... Она обретает крылья. Другой сочиняет 200-300 произведений, его забывают. Тьма примеров тому, конечно. Тьма примеров. Так вот, Руже Делиль написал одну единственную песенку за всю жизнь, которая не только вообще известна как «Марсельеза», она гимн Франции. Да. Это единственная песня, больше ничего не написал, ни до, ни после. Даже в тюрьме сидел. Понимаете, та же революция его посадила в тюрьму. Значит, мы будем надеяться, что без этого как-то обойдется в твоей биографии. Но во всяком случае, вот сейчас я уже представляю вот тот дальний прицел, который имеется в твоей жизни. Я считаю, что это очень красивая мечта. Написать песню уровня рябинушки. Ой, рябина кудрявая, правильно? Я про то Да. говорю. Вообще, слово рябина и в нашей республике, вот можно так не задумываясь, 5 песен назвать с таким названием. 5. Так? То есть рябина это что-то близкое всем нам. Ну и что, я хотел бы пожелать написать свою рябину. Я хотел бы, чтобы у тебя была своя рябина. У нас есть у Перепелицы пару рябин. Есть у Белой замечательная песня у Лиды Чевьюровой. И я хочу пожелать, чтобы возникла песня про рябину, именно про рябину у Александра Попова, и чтобы эту песню пели так же долго, как у Евгения Рапыгина. Ловлю на слово, Михаил Львович. Есть у меня такая песня. Там, конечно, через образ рябины раскрывается переживание, любовь девушки к парню.
но там именно красный ребенок. Будет случай, я обязательно ее исполню и покажу. Вынесу на ваш суд. Хорошо, лучше бы на суд зрителей. Обязательно, конечно.